Из рапорта врага нашего Ермолова императору Александру I 12 февраля 1819 года. «Я видел много народов, но таких непокорных и не поддающихся, как чеченцы, на земле не существует, и путь к завоеванию Кавказа лежит через покорение чеченцев, а точнее, через полное их уничтожение. Государь, горские народы примером независимости своей в самых подданных вашего императорского величества порождают дух мятежный и любовь к независимости». Василий Потто, русский генерал, 19 век. Кто-то справедливо заметил, что в типе чеченца, его нравственном облике есть нечто, напоминающее волка. Лев и орел, изображая силу, те идут на слабого, а волк идет на более сильного, нежели сам, заменяя в последнем случае все безграничной дерзостью, отвагою и ловкостью. И раз попадет он в беду безысходную, то умирает уже молча, не выражая ни страха, ни боли, ни стона. Генерал Ольшевский. Чеченцев, как своих врагов, мы старались всеми мерами уничтожить и даже их достоинство обращать в недостатки. Мы их считали народом до крайности непостоянным, легковерным, коварным и вероломным, потому что они не хотели исполнять наших требований, несообразных с их понятиями, нравами, обычаями и образом жизни. Мы их так порочили потому только, что они не хотели плясать под нашу дудку, звуки которой были для них слишком жесткие и оглушительны. Василий Потто. Исторический очерк Кавказских войн. Тифлис, 1899 год. Чеченцы были всегда грозным противником. Они бились с нами не на жизнь, а на смерть. Беляев. Дневник русского солдата, бывшего 10 месяцев в плену у чеченцев. Чеченцы очень бедны, но за милостиней никогда не ходят. Просить не любят, и в этом состоит их моральное превосходство над горцами. Чеченцы в отношении к своим никогда не приказывают, а говорят: «Мне бы нужно это, я хотел бы поесть, сделаю, пойду, узнаю, если Бог даст». Ругательных слов на здешнем языке почти не существует.